Здравствуйте, это вечерние новости, прямой эфир в студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. О возвращении в привычный режим учащиеся столичных школ возобновят обучение в очном формате с понедельника. В Новый год в новый транспорт. 82 автобуса отправляются по различным образовательным организациям региона. В столице состоялось торжественное вручение ключей. Безопасный Новый год в Намском Улусе проходит акция под таким названием по профилактике ДТП в канун праздников. Учащиеся столичных школ возобновят обучение в очном формате с грядущего понедельника, это с 13 декабря. Такое решение приняли на заседании управления образования мэрии города. Напомним, школьники с 1 по 8 классы ушли на дистанционное обучение 30 ноября из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Спустя неделю удаленку продлили до 12 декабря. В этот период в школах провели необходимые генеральные уборки, дезинфекцию, а на территории всего Якутска было приостановлено все спортивные и культурно-массовые мероприятия республиканского и городского значения. В Чурапчинский Улус прибыл первый зампред правительства республики Дмитрий Садовников. Он торжественно вручил благодарственные письма и награды добровольцам, которые тушили все лето лесные пожары. Также Садовников стал почетным гостем на открытии нового гаража УК «Джулур» и посетил торжественное открытие новой центральной котельной на газовом топливе ТСЖ «Уют» в селе Дябло. Благодаря работе нашего главы региона Алексея Сергеевича Николаева при поддержке правительства Российской Федерации в следующем году для решения данной проблемы сумма увеличена почти 5 раз. Хочу сказать, чтобы повторение этого лета абсолютно мы не должны допустить. Безусловно, мы можем это достичь при совместной большой работе. На площадке корпорации развития Дальнего Востока и Арктики состоялась презентация нефтегазовых проектов в Якутии. По прогнозам, суммарный объем инвестиций в экономику республики от реализации крупнейших нефтегазовых проектов составит 422 миллиарда рублей. На деловой сессии якутских компаний с инвесторами побывала наш собственный корреспондент в Москве Туяра Константинова. Презентация якутских нефтегазовых проектов собрала в зале «Аншлаг». В центре внимания российских и иностранных инвесторов Западная Якутия и Алданский газовый кластер, где планируется организовать переработку природного газа, в том числе производство СПГ, на внутренний и внешний рынок сбыта. Если говорить о нефти и газе, то мы сегодня имеем показатели за 9 месяцев этого года по объемам добытого газа 9,5 миллиарда. Это в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В этом году мы добыли более 13 миллионов тонн нефти. И по итогам года мы ожидаем тоже рекордных показателей за всю историю нефтедобычи. Мы сейчас стали уже номером 10 в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. По итогам этого года мы, скорее всего, будем номер 2 в Российской Федерации по темпам прироста промышленного производства. Мы являемся номер 2 в национальном рейтинге уровня развития государственно-частного партнерства. То есть действительно можно говорить о том, что Якутия преодолела рамки макрорегионального лидерства и становится одним из лидеров развития экономики в целом в нашей стране. Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха-Якутия. Якутия предлагает инвесторам богатый выбор привлекательных инвестиционных предложений. На территории республики 39 месторождений углеводородного сырья с запасами по газу 3 триллиона кубометров и нефти 650 миллионов тонн. В нефтегазовую отрасль придут компании с новыми технологическими решениями. Ожидается, что оптимизация в логистике, а также модернизация производства позволит снизить тарифы на продукцию для местных потребителей от 15 до 25%. Основной объем газа мы планируем распределить на внутренние нужды республики. Это потребители, в первую очередь, горнодобывающей промышленности, ну и другие потребители, которым нужно. В первую очередь даже котельные, элементарно котельные, дальние регионы, которые испытывают дефицит
в ресурсе в газе. Проект влечет за собой строительство нового производства по переработке природного газа, ресурсов республики и дает возможность республике обеспечить завозимый продукт, который используется прежде всего агронародной отраслью и не только, и сельским хозяйством. Будет привлечена современная наукоемкая технология с нашим партнером компанией «Казали», Швейцария, что позволит создать не менее 100 рабочих мест в республике. Успешные бизнес-миссии в сфере нефти и газа для республики – это прежде всего новые рабочие места и налоги в региональный бюджет, которые будут направлены на реализацию социальных, инфраструктурных и транспортных проектов. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. В Амгинском Улусе состоялось торжественное открытие многоквартирного жилого дома в селе Михайловка. Более 1000 новых квадратных метров, 14 жилых квартир, в 10 из которых будут жить переселенцы из аварийного дома 1980 года постройки. Также там будут жить молодые специалисты. В дальнейшем по данной федеральной программе также планируется строительство многоквартирных жилых домов еще в других наследях Амгинского района. В рамках данной программы у нас дома, которые признаны аварийными до 2017 года, общая площадь составляет более 13 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день у нас в Амгинском Улусе из общего объема почти чуть более половины уже введено в эксплуатацию. Вот буквально на следующей неделе тоже планируем ввести в эксплуатацию еще 2 жилых дома, таких же, тоже каменные, которые отвечают всем современным технологиям, требованиям, нормам правил, санитарной, гигиенической и прочих требований. И важно отметить, что сейчас очень отрадно видеть радостные лица, радостные глаза новоселов, которые въезжают в этот дом. Сегодня 82 новых автобуса отправились по различным образовательным организациям в Якутии. В столице прошло торжественное вручение ключей от нового автотранспорта. Репортаж Надежды Саханской. Новые автомобили существенно облегчат перевозку школьников и педагогов в районах республики. Не секрет, что качество дорог в отдаленных населенных пунктах региона напрямую зависит от времени года и погоды. Надежные отечественные автомобили незаменимы при бездорожье. Надо сказать, что у нас 3-й год реализуется федеральная программа «Школьные автобусы». С 2019 года школы республики получают школьные автобусы, ПАЗы и «Газели». Вот. В 2019 году их было 47, потом в 2020 году было 72, и сегодня мы получили 82 автобуса. Автобусы полностью адаптированы под северные условия. К примеру, такая «Газель» вмещает в себя 12 пассажиров. На переднем сидении, разумеется, место для педагога. И здесь в салоне помещается 11 школьников. Сиденья оборудованы новой системой безопасности. Такое масштабное обновление автопарка – важное событие для нашего региона. Благодаря федеральной поддержке на данные цели было предусмотрено более 165 миллионов рублей. Автобусы для перевозки детей позволят обновить автопарки, организовать образовательный процесс в соответствии с требованиями санпинов. Кресла в салоне оборудованы специально для детей-пассажиров. Ремни безопасности здесь регулируются под рост и вес ребенка. Машина оказалась 4 ВД, полноприводная. Это очень нас радует, потому что это спецмашина, и ее не надо проходить лицензирование. Как бы упрощает вопрос. У нас 83 участника в школе. И мы малокомплектная школа получается. И у нас не хватает учителей, например, музыки, и чтобы их развозить, вот, именно по ДШИ, например, спортивным школам. Вот это очень нам поможет. Отметим, что всего было закуплено 82 автомобиля. Из них 26 автобусов марки ПАЗ и 56 «Газелей». К слову, работа по обновлению парка школьных автобусов продолжится. Уже сегодня правительство республики направило заявку на получение федерального финансирования для закупки школьных автобусов в 2022 году. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Якутск. Продолжаем выпуск. Библиотека нового поколения под названием «Экспресс» сегодня состоялась в Мегино-Кангаласском районе в селе Павловск. Новая библиотека выполнена в стиле
железнодорожной тематики, так как Мегино-Кангаласский район является связующим звеном ЖД-отрасли. Библиотека разделена на несколько различных зон для детей, молодежи, также старшего поколения. Есть и отдельная комната для слабовидящих посетителей. Приобретено все необходимое современное оборудование. Конечно, вот одна из задач новых модельных библиотек – это предоставление доступа также к новым книжным фондам. Книги сейчас, конечно, очень дорогое удовольствие и необходимы средства для того, чтобы обновлять книжный фонд. Книги, они должны быть современными, знания в настоящее время очень быстро устаревают. И, конечно, для того, чтобы развиваться в науке, для того, чтобы повышать свой образовательный уровень, конечно, нужно иметь доступ к современным новым знаниям. И книги, которые для детей тоже предназначены, они тоже в современном формате, они совершенно по-другому предоставляют знания. Согласно ежегодным данным ГИБДД, предновогодний период всегда сопровождается резким увеличением количества дорожно-транспортных происшествий. С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах с подобными последствиями в Намском Улусе проходит акция под названием «Безопасный Новый год» с участием юных инспекторов движения от Намской средней школы номер 1. Во время предновогодних рейдов, проводимых вместе с инспекторами дорожно-патрульной службы, учащиеся со словами пожеланий безопасных дорог водителям раздали открытки, которые сами сделали. Новым годом, дорогой водитель! Будь осторожен и внимателен на дорогах. Соблюдайте все правила дорожного движения. Молодец. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий совместно с учащимися общеобразовательных школ, с воспитанниками детских садов, с их родителями мы постоянно проводим профилактические мероприятия. Началась предновогодняя суета, начнутся каникулы, в связи с чем Намский ГИБДД начинает вести усиленную работу по профилактике, опять же, дорожно-транспортных происшествий, а также с целью выявления грубых нарушителей правил дорожного движения. Таковы новости. К этому часу редакторы и корреспонденты информационной службы национальной вещательной компании «Саха» продолжают следить за развитием событий. Смотрите нас и будьте в курсе.